Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамиль. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Ижади Чәршәмбе». Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач «Творческая среда». Сегодня у нас в гостях Геннадий Петрович Скалозубов, который проработал художественным руководителем ансамбля с 1974 по 1978 год, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Татарстан, заслуженный строитель КамАЗа. Добрый день, уважаемый Геннадий Петрович. Спасибо, что посетили наш легендарный государственный ансамбль «Песни и танцы Республики Татарстан». Мы знаем, что вы у нас проработали художественным руководителем нашего коллектива. И сегодня вы у нас в гостях. Мы хотим узнать о вас побольше информации. Расскажите, пожалуйста, о себе. В 60-м году того века я закончил училище хореографическое в Ташкенте и был приглашен в театр оперы и балета имени Алишера Наваи. Но, как всегда, молодежь хочет самостоятельности, поэтому я написал в 3 театра в Казань, еще в 2 театра о том, что хочу там работать. Получил приглашение в Казань. И вот в конце 60-го года я приехал в Казань и с тех пор 22 года проработал в нашем оперном театре. Сначала в Кордобалете, а потом был солистом балета. Как я попал в ансамбль и как я начал работать? Дело в том, что Тазидинов Марат Абдрахманович, директор филармонии, мы с ним были очень хорошо знакомы, часто встречались с друзьями, и он мне предложил поставить номер. А в то время я, будучи солистом балета оперного театра, возглавлял еще ансамбль «Юность». Коллектив очень сильный, ни одно правительственное мероприятие не проходило без участия ансамбля «Юность», и поэтому этот коллектив знали очень хорошо. И вот мне как раз Марат Абдрахманович попросил, чтобы я поставил номер в ансамбле. Мы приехали сюда, посмотрели, а я потом его спрашиваю: скажи, пожалуйста, вот ты просишь, чтобы я поставил номер Коромыслова, а на кого ставить? У вас 7 мальчиков и 8 девочек, одна в декрете, ансыря, а у меня номер обширный. Вот. Он говорит: надо что-то придумать. Я говорю: нет, на такой состав я просто ставить не буду, потому что у меня меньше 16 пар в юности не выходило. Вот. Потом он, видно, не успокоился, меня пригласили в Совет министров к Мансуру Хасановичу Хасанову, это зампредседателя Совета министров. Он очень хорошо знал юность, тем более, что я иногда к нему обращался по поводу каких-то вопросов. И вот он мне просто сказал: Ген, я хочу, чтобы ты поднял наш ансамбль. Такому человеку я, конечно, не мог отказать. Вот. Тем более, что мне оставалось 5 лет до пенсии. И я принял такое предложение. При условии, что меня переводят из труппы балетной оперного театра в труппу танцевальную госансамбля. И так, танцуя и, все эти годы, сколько я здесь работал, я работал сначала балетмейстером, а позже стал художественным руководителем. Но для того, чтобы поставить этот номер, мне дали уже все права. Я, зная нашу самодеятельность, я из юности 2 девочек, Майдулину Домиру, которая потом стала заслуженной артисткой, Наташу Болташову, парня Нагмезянова, Равиля, привел из ансамбля. К этому времени уже как раз Габдарахманов вернулся, закончив училище в Ташкенте.
Файзулина я взял вместе с девочкой. И таким образом я пополнил, по штату у нас 11 пар должно быть, 22 человека в танцевальной группе. И начал ставить этот номер. Но со мной в юности работал очень сильный концертмейстер Сулейманов Тагир Хафизович. У него был очень обширный, хороший материал. И все номера, которые я ставил, он мне подбирал музыку. И когда я начал ставить вот этот номер «Выходной день», условно мы называем «Скоромыслями», вся музыка, которая была в этом номере, она соответствовала хоровому пению. И вот тот мне огромную помощь оказал Мустафин Рашид и Венера Гараева. Потому что мне очень быстро разучили вот эти хоровые произведения. И для того, чтобы создать такой, объемность, у меня мужчины танцевальной хоровой группы выходили вместе с танцевальной группы, дусларом, пели, и так развивался танец. А потом вступал хор, Закеева очень красиво пела, когда девушки выходили с коромыслы. Вот. Так что получилась такая вокально-хореографическая композиция. Вот. Но у меня потом была другая еще задача. Когда я увидел хор, девушки выходили с двух сторон, а ребята сзади со стульчиками. Потом по хлопку они вставали на стульчик, выходил дирижер, и они пели как хоровая капелла академического звучания. Я сказал, что тем более, что проработав в театре много лет, раньше не было площадки другой. И все коллективы, которые приезжали, они снимали оперный театр. Поэтому у меня была возможность просмотреть все российские коллективы. И я нигде не видел, чтобы какой-то народный коллектив выходил со стульчиками и пели. Вот, поэтому я первое, что сказал тому же директору, что надо что-то делать с хором. Тем более, что в хоре было, по-моему, 11 мужчин, а их должно быть 20. Девушек там 12-13. Вот. Поэтому мне было предложено худруководство для того, чтобы я мог уже как-то разрулить эти вещи. Мы объявили конкурс. И к нам стали приезжать со всей республики. Но вся беда в том, что ставки солистов уже были заняты. И то, что мы могли предложить, конечно, многих не устраивало. Потому что мы к какому-то парню, очень хороший баритон приехал, красивый, высокий, голос хороший. И когда мы предложили зарплату, он говорит: вы знаете, я трактористом получаю в 3 раза больше. Какой же смысл? У меня семья, я буду работать. Но желающих стать артистом все-таки было много. Мы постепенно пополнили и хоровую, женскую группу, и мужскую группу. Потом я ставил задачу, чтобы собственно говоря, мне это подсказали, потому что меня тогда еще был обком партии, меня пригласили к 3-му секретарю Мурзагет Фаткевичу Валееву, где он мне сказал, что недавно госансамбль был в Алмате, там была столица. И Кунаев, который был первым секретарем Казахстана, у него жена татарочка, оказывается, и они были на концерте. А он перезвонил потом Табееву, нашему первому секретарю, оказывается, у них жены в родстве были, и говорит, были на концерте ансамбля, ну что ж, вся программа идет на татарском языке, у нас же есть и смешанные браки, которые не понимают многое. И вот мне Мурзагет Фатеевич говорит: Геннадий Анатольевич, надо что-то придумать. Ну вот у меня стал вопрос, что придумать. К тому времени мы уже, ведь когда я пришел, то аккомпанирующая группа состояла из 3 баянистов. Мустафин, Вильданов и Насих. Вот это вся аккомпанирующая группа. Но так как у нас уже появились современные номера, квартет, дуэт женский очень хороший, стал вопрос, как
что сделать с музыкальным сопровождением. И вот тогда мы пригласили Гришу Первина, Григория Михайловича, бас-гитару, ритм-гитару, и у нас был небольшой такой вот ансамбль. Вот. Потом у нас был уже в программе до меня поставлен русский танец, поэтому мы первую программу как делали чисто народную, а вторую программу, второе отделение мы делали в современном плане, тем более, что вот пригласили Рена Ахманова, он пел очень хорошо русские песни, вот, и мы ее в более таком современном плане делали. Но стал вопрос опять, как вести программу. Потому что если вести программу на чисто татарском языке, а, допустим, русской будет пояснять, как бы делать перевод, зрителям это не нравится. Они говорят, мы и так понимаем. Да, кто-то понимает, а кто-то не понимает. Поэтому вот как раз Шумукова, очень симпатичная девушка, хорошо говорила на русском языке. Мы вели, они вели вдвоем программу. Одна объявляла номер авторов, а вторая говорила о том, что в этой песне поется. Ну, Себля Чичак, она говорит, осыпается листья, там все. То есть это небольшая вставочка. Это никого не нервировало, и вот так пошла программа. И вот первые мои как раз гастроли были вот с этой программой. Мы к этому времени восстановили «Гости Казани», мои номера были. Да, для того, чтобы вот восстановить золотой фонд танцевальный, я решил пригласить Гатиатуллина, бывшего танцора госансамбля, потому что кто, как не он, знал фольклор. У него были какие-то, ну, такие чисто вопросы бытового характера на гастролях. Но я сказал, что все мы сделаем, Мансур Ахмедович, приходите работать. И он пришел работать к нам репетитором, очень большую пользу принес ансамблю. Вот. Правда, не все были этим довольны, особенно уже такие стареющие солисты. Вот. Но ничего не поделать. Вот так у нас прошли первые гастроли. Потом Марат Абдрахманович опять мне говорит, Геннадий Анатольевич, надо что-то делать с костюмами. Я говорю, да, конечно, нужно. И он, значит, предложил мне эскиз. Когда я увидел эскиз, я говорю, вы что, смеетесь? Вы хотите, чтобы меня выгнали? Девочки, значит, по колено у них платьица современные, с рисуночком. Я говорю, я хотел бы посмотреть на Закееву, как в этом платьице. А потом не всем девочкам из хора можно одеть такое коротенькое платье. Танцовщицы, ладно. Вот. Я говорю, я с этим не соглашусь. А тут пришло постановление о том, что предстоит всероссийский конкурс. Вот, поэтому я поехал в Ленинград, в Санкт-Петербург, в Кировский театр и заказал костюмы для хоровой группы, для танцевальной группы и плюс оформление. Вот у меня есть программка, ну вот примерно вот такой. Как мне сказали, что он до сих пор сохранился, это в золотистом плане, тут деревня как бы, вот такую, значит, такое оформление я заказал. Я считаю, что госансамбль все-таки должен представлять народное искусство. Могут быть современные. Вот мы, например, в современную программу я поставил КАМАЗовцы, то есть на современную музыку, строительство КАМАЗа, там все и все. Вот. Потом на военную тему героический этюд поставил. То есть во втором отделении мы стали более современные номера. И так я стремился построить программу. Следующий номер, который очень запомнился здесь, это «Охотники и птицы». Я копнул далеко в историю. Вот. И опять хор выходил, костер, они пели песню
Акбурек, Есть такая песня. по-моему. Вот. Костер, так, они сидят как бы на привале, и вдруг появляется лань. Они все соскакивают, у них барабаны, они начинают эту лань обгонять. Выскакивают с луками охотники и начинают, значит, охотиться на лань. А тут появляются птицы, вот, все расходятся, птицы танцуют, парни восхищенные, птицы превращаются в девушек, они выпускают свою стрелу, и вот каждый находится, ну, как царевна-лягушка, вот. Опять же, хор очень сильно был занят в этом номере. Несколько девочек у меня в птицах, из хорового состава в птицах выходили, потому что худенькие, стройные, танцевали. Тем более, что сразу я поставил условие, чтобы хоровая группа ежедневно занималась танцами. И Реля Гарипова с ними занималась ходами, поклонами, потому что я смотрел очень много программ, и я видел, как вот какие-то перестроения, и от стульчика мы отказались, поэтому девушки выходили, осыпаются цветы, двойки, тройки, четверки, потом они двигались, перестраивались, потом выходил хор, мужчина, опять всякие картинки. И у нас все песни как бы ожили. Вот. И я считал, что это было правильно. Получается, наш хор при вас начал танцевать. Ну, я вам объясняю, что вот как раз я смотрел программу, когда они выходили и стояли как академическая капелла. Вот. Поэтому мы вели уроки танца. Вот. Мало того, они у меня были заняты во всех моих хореографических постановках. И они собрались, пришли к Марату Абдрахмановичу и говорят: Марат Абдрахманович, вот так мы все время танцуем, мы хотим, чтобы нам сделали доплату за хореографию. Он долго смеялся, а я им сказал: ребята, вы посмотрите коллективы, Воронежский хор, Омский хор, то есть я все эти коллективы посмотрел. Там не отличишь, где танцевальная группа, где хоровая группа, все двигаются. Естественно, хоровая группа, если там с очень хорошим голосом, но необъемных размеров, то она где-то просто выходила с хором, а в танцевальных движениях они не участвовали. Поэтому вопрос отпал, и они у меня примиленько танцевали. А вот Роза Богданова, еще кто-то, они просто влились как бы в танцевальную группу. Хоть они не танцевали, а пели, но когда-то я их использовал в таких вот номерах. А вот в государственном ансамбле песни и танца Татарстана больше исполняются народные песни, народные танцы. А вы танцевали в балете. Тяжело ли было вам переключиться из балета на народные танцы? Ну, во-первых, я не чисто классический танцовщик, а я все-таки характерный танцовщик. И мне больше подходили такие партии, как болеро, испанские, цыганские танцы. А потом я же все эти годы руководил юностью, а это чисто народный коллектив. Поэтому с народным материалом я был очень знаком, тем более, что раньше были у нас семинары, я семинар присутствовал, когда и Калимулин Володя, мы его звали Володя, он Ахмед Калимулин проводил, и Гаскаров проводил, и Гай Тагиров проводил. Мы очень долго спорили с Гай Тагиром по поводу каких-то вещей. Он, например, когда принимали номер Коромыслова в выходной день, то присутствовало очень много аксакалов, таких писателей, драматурги. Вот. И, значит, один из писателей говорит, что вот я написал вещь такую, что если девушка положила коромысло перед входом к дверям, то, значит, она этому молодому человеку отказывает. Я говорю, это все правильно. Если это драматическое произведение, это может использоваться. Но у нас в коромыслах девушки пришли за водой, парни взяли коромысло, и они танцуют. Они прыгают. Парень прыгал через коромысло. И он мне говорят, что вы понимаете, вот он не может прыгать. Я говорю, почему?
парни соревнуются. Там девушка с коромыслами делала вертушку. Вот. Гай Хажич, как всегда, почему у девочек видны нижние юбки? То есть, когда они вращаются, Да. а он был всегда против. Они не должны видно, то есть, вот такие вещи на обсуждениях всегда. Но я объяснил, что, во-первых, у них есть подъюбники, то есть, они крутят, но там есть подъюбнички, так что это ничего страшного. Ну и, в общем-то, но такие были вопросы. Но что было, то было. Вот. Я, когда уже ваш нынешний руководитель, ему предложили, а при мне он еще мальчишкой танцевал в химиках. Юность и химики, они часто соревновались, так сказать. Вот. И Айрат, мне сказали, что Айрату предложили худруководство. Вот. Я не знал, как он пойдет, что пойдет. И вот меня Максим, сын, он пригласил на юбилейный концерт, у вас 75 лет было. Вот. И я вот после, в 82 году я ушел на пенсию. Значит, за 2 года до этого, вот где-то в конце 70-х, я 4,5 года поработал в госансамбле. Я впервые посмотрел программу госансамбля. Вот. Мне самое главное, что я понял, что коллектив в надежных руках. Геннадий Петрович, спасибо вам за интервью. Желаем вам долголетия, здоровья, счастья и всех-всех благ. Надеемся, что еще раз мы с вами сможем встретиться, также поговорить, снять интервью. И не раз. Надеемся, что вы нас посетите еще много-много раз. Спасибо вам большое. Пожалуйста, я очень рад нашей встрече. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.